Это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. В студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Игры народов Якутии 2019. В Амге стартовали крупные республиканские соревнования. Прямое включение нашего корреспондента с места событий. Непогода обрушилась на Ленск. Как идет восстановление города после удара стихии и как все начиналось. «Век живи, век учись». При СВФУ начали обучать по госзакупкам очередную группу граждан предпенсионного возраста. Каково это — начать новую карьеру перед выходом на пенсию? Селигдар «Новое поколение». Золотодобывающая компания в Алданском районе продвигает такой социальный проект. Участвуют школьники, возможно, будущие кадры этого предприятия. Коротко о главном. Обзор новостей Ниренгринского района в конце нашего выпуска. В Якутии тушат 13 лесных пожаров на общей площади 796 гектаров. Локализовали 2 крупных лесных пожара в Верхоянском районе и Алекминском улусе. В тушении привлекли более 300 человек, в том числе 80 работников службы наземной охраны лесов, работников лесничества, 160 парашютистов и десантных пожарных. Кроме того, 75 человек из числа местного населения и пользуются 13 единицами техники. Предварительная причина возгораний – сухие грозы. Горит лес и в Мирнинском районе. Там площадь, охваченная огнем, более 4000 гектаров. Зарегистрировано 7 термоточек. Наибольшую опасность представляет пожар в районе села Маркока и поселка Айхал. По данным Мирнинского лесничества, действующим пожаром уничтожено 2 опоры электролиний. Недалеко от места возгорания проходит газопровод, поэтому этот участок будет находиться под особым контролем. Пожару присвоили 3-й класс опасности. Пожар действует между городом Айхалом и Алгуйдахом. На сегодняшний день открытого горения нету, остались только очаги внутри пожара. На пожаре работают представители Айхальской администрации и Айхальского ГОКа. Причина не установлена. На место будет выезжать сотрудник УНД, и они уже будут устанавливать причину. Ленск приводят в порядок после минувшего урагана. Накануне на город обрушился сильный ветер и ливень. Буквально в течение часа на улицах и дорогах образовались огромные лужи. Практически на всей территории города произошло аварийное отключение электроэнергии. Ушла сотовая связь и интернет. Ветром повалило деревья и около 40 опор электропередач. Как только ураган затих, оперативными службами района была незамедлительно организована работа по восстановлению систем жизнеобеспечения города. Как начинался ураган в Ленске, и подробнее о ходе восстановительных работ в репортаже Сергея Евсюкова. Теплая солнечная погода. На площади у стелы первопроходцам собрались жители, чтобы отметить праздник День реки Лены. Торжественные речи, планы на уборку прибрежной территории. Но сбыться им было не суждено. В мгновение ока небо заволокло тучами, и на город упали тонны воды. Под напором ветра деревья гнулись вершинами к земле. Столбы линий электропередач ломались, как спички. В результате чего на улицах и дорогах города образовались огромные лужи. Сильным ветром повалены деревья. Около 40 опор линий электропередач. Разрушены различные бытовые и хозяйственные постройки. Однако надо отдать должное. Оперативные службы незамедлительно приступили к восстановлению различных систем жизнеобеспечения Ленска. Последствия аномалии сказались в первую очередь на линиях электропередач. Столбы с вязкой из нескольких штук лежали на земле или висели на проводах на многих улицах. В результате слома опор без света осталась половина города. На 2 июля было выведено из строя порядка 16 линий электропередач, по нашему ячеек. Более 30 опор было, то есть упали, да? Без электроэнергии оставалось на вчерашний день 13 300 абонентов. Задействовано было 5 бригад энергетиков и 12 единиц техники. В том числе привлечены силы Смирнинского района. Работы по восстановлению электроснабжения велись всю ночь и продолжились на следующий день.
К обеду большая часть домов была подключена к системам. От урагана пострадало не только имущество города, но и отдельных граждан. Я живу в частном доме. Вокруг как бы и деревья попадали, тополя обломились. Потом в самом доме свет ушел. Когда свет дали, оказалось, что там и Wi-Fi точка погорела, и несколько лампочек взорвалось. Там свет давали тоже отрывочно, он моргал, то дадут, то уйдет. У друзей слышал тоже много проблем. Там у кого холодильник, у кого что. У родственников в деревне крыши посрывало. Ну, не только с электричеством связано, и сам ветер сам по себе. Известны и другие случаи, но они единичны, и, к счастью, во всех пострадало только имущество. Что касается полного восстановления, то работы продолжаются. Системам электроснабжения осталось подключить около 2000 абонентов. Планируется, что к вечеру нынешнего дня все жители получат энергию в полном объеме. Сергей Евсюков, Денис Семенов, Ленск. С проблемами масштабами покрупнее разбираются в Иркутской области. Там продолжают устранять последствия сильнейшего наводнения. Несмотря на то, что уровень воды уже пошел на спад, масштабы природного бедствия еще только предстоит подсчитать. Число пострадавших от наводнения уже исчисляется сотнями. Увы, есть и погибшие. И с каждым днем эта печальная статистика увеличивается. Подробности у наших коллег. 18 человек погибли и 17 пропали без вести в результате сильного наводнения, обрушившегося на Иркутскую область, сообщила МЧС России во вторник. По данным ведомства, 1303 человека пострадали. Видео с беспилотников, снятое недалеко от города Тулун, показывает, насколько сильное разрушение нанесло стихийное бедствие пострадавшему региону. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что аварийной службе удалось восстановить связь между Тулуном и Иркутском и расчистить дорогу в город от воды. Государственное телевидение сообщило, что наводнение было вызвано ливнями, которые заставили реки выйти из берегов и залить прибрежные районы. На помощь была призвана российская армия после того, как президент Владимир Путин посетил зону бедствия в воскресенье, возвращаясь с саммита G20 в Японии. Регионы оказывают помощь пострадавшей Иркутской области. К примеру, правительство Якутии выделило 1 миллион рублей для пострадавших. В области также в ближайшее время объявят добровольный сбор средств в помощь пострадавшим. В подтопленных районах Иркутской области были эвакуированы 2500 человек. 730 находятся в пунктах временного размещения. В области остаются подтопленными около 3500 жилых домов в 31 населенном пункте. За сутки вода ушла из 11 населенных пунктов. До конца года в нормативное состояние будет приведено в порядок более 90 километров автодороги Колыма. В конце июня замглавы Росавтодора Евгений Туриев совершил рабочую поездку, проделав путь от Якутска до Магадана. Чиновник осмотрел участки производства работ. Он отметил необходимость расширения узких мест и ликвидации наиболее опасных участков дороги с помощью реконструкции и капитального ремонта. Дорожники планируют отремонтировать 73,5 километров в Якутии и 21 километр в Магаданской области. Ведется также строительство и реконструкция мостов. Сдача этих объектов намечена на текущий год. Кроме того, будут отремонтированы водопропускные трубы общей протяженностью почти 694 погонных метров. 21 подросток в Алданском районе заступил на июльскую вахту в социальном проекте «Селигдар. Новое поколение». Второй год подряд горнодобывающий холдинг практикует такое летнее трудоустройство школьников, тем самым готовя себе будущие кадры. Сюжет Руслана Павлова. Второй год подряд золотодобывающая компания «Селигдар» продвигает социальный проект «Селигдар. Новое поколение». Его суть в том, чтобы группа школьников, а точнее летний трудовой отряд, не только приобщалась к труду, но и пропиталась корпоративным духом современного горнодобывающего предприятия. Мы рассчитываем на то, что наша программа позволит ребятам узнать о производственных процессах, которые протекают в нашей компании, о работе в самой компании, о «Селигдаре». И, может быть, кто-то из них выберет нас как потенциального работодателя в будущем.
Прошлогодний опыт проекта оказался успешным, поэтому организаторы менять ничего не стали. Хотя изменения налицо, увеличилось количество подростков в отряде. Если в прошлом году первая смена насчитывала 15 ребят, то в этом уже 21 подросток. Каждый день у юных селигдаровцев новые задачи. Одна из них – получить опыт проведения инвентаризации. Мы бегали по кабинетам, считали компьютеры и последовательно делали, записывали их в план, в таблицу. Мастер-классы – тоже часть программы. Причем теория сразу подкрепляется практикой. На таких занятиях ребята получают навыки, которые им могут пригодиться в быту. Мое задание сегодня было коротко им рассказать по оказанию первой медицинской помощи именно, как говорится, в кустарных условиях, не в условиях стационара. Значит, то, что они могут сделать, какую помощь оказать пострадавшему в своем возрасте, в своих условиях, домашних условиях, то есть самое элементарное. Узнали, как оказывать медицинскую помощь неотложную при ожогах, при солнечном ударе, при травмах или открытых кровотечениях. Название проекта «Селигдар. Новое поколение» говорит само за себя. Предприятие готовит потенциальные кадры на будущее. И это, безусловно, главная цель. Ценно и другое. У школьников есть возможность сравнивать различные профессии и выбирать, по какому пути идти в жизнь. Даже если получится так, что ребенок поймет, что это не его, это тоже хорошо, потому что иногда важно на первоначальном этапе понимать, какой путь себе выбрать в будущем. Весь июль новое поколение Селигдара будет трудиться, учиться и отдыхать так, как это привыкли делать в компании. Но самое важное качество, которому научатся ребята, это мыслить и работать командно. Это, безусловно, поможет в дальнейшей учебе и жизни. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Вернемся через паузу 30 секунд. Смотрите далее. Игры народов Якутии 2019 в Амге стартовали крупные республиканские соревнования. Прямое включение нашего корреспондента с места событий. «Век живи, век учись». При СВФУ начали обучать по госзакупкам очередную группу граждан предпенсионного возраста. Каково это – начать новую карьеру перед выходом на пенсию? И коротко о главном. Обзор новостей и событий Нерюнгринского района в конце выпуска. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Ипотечные кредиты под 2% годовых без первоначального взноса планируется начать выдавать жителям Дальнего Востока до конца этого года. Разрабатываемый механизм предоставления льготной ипотеки предусматривает покупку, строительство или ремонт жилья, как квартир, так и домов, а получить льготную ипотеку смогут обладатели дальневосточного гектара и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса. Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. А льготные авиабилеты стали доступны для 125 тысяч членов многодетных семей Дальнего Востока. Были выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 2,7 миллиардов рублей. За счет этого было перевезено более 1 миллиона пассажиров. В прошлом году это было всего лишь 600 тысяч. Теперь льготными билетами могут воспользоваться и многодетные семьи. Так, на Дальнем Востоке их 125 тысяч человек. Об этом сообщил на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики глава ведомства Александр Козлов. В Северо-Восточном федеральном университете представили нового ректора. Руководителем учебного заведения стал Анатолий Николаев, который ранее занимал должность проректора по естественному и техническому направлениям. Он сегодня приступил к своим новым обязанностям. Кандидатура Анатолия Николаева была поддержана аттестационной комиссией Минобрнауки России. Глава республики Айсен Николаев пожелал новому ректору успехов в управлении флагманом профессионального образования республики и отметил, что университет должен сыграть ключевую роль в повышении качества и уровня жизни населения. А вот что сказала в свою очередь новоиспеченный ректор СВФУ. У нас 18,5 тысяч студентов, 3,5 тысячи сотрудников, и поэтому тут Евгений Александрович сейчас в качестве президента сделает очень много, потому что до
до октября, по-моему, мы должны разработать нашу программу. Да, и потом в следующем году мы планируем подать на научно-образовательный центр. Да, и далее очень много вот таких функций будет. В Якутске провели международный детско-юношеский фест-форум языков коренных народов «Наследники традиций». Фест-форум направлен на сохранение и развитие многонациональной культуры народов республики, северных регионов страны и зарубежных стран Арктики. Большое мероприятие организовали в целях сохранения и пропаганды песенных танцевальных традиций, обычаев и обрядов северного населения. Также формирование детей идеи духовного единства, дружбы народов, знаний истории и культуры. Как эксперт, но могу сказать, что он прошел на высшем уровне. Вот всегда для первого раза, но это было безупречно. И то, что привезли детей с дальних улусов, это отрадно, это радует. И нам было очень сложно. Сложно было экспертам оценивать, потому что дети все талантливые, все творческие, все очень такие, они позитивные. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот форум он продолжился дальше, расширил свои границы. Участники этого международного детско-юношеского фест-форума языков коренных народов встретились с депутатом Госдумы Галиной Данчиковой. Среди участников выпускники экспериментальной школы-интерната «Арктика» из Нерингри. В данной школе дети углубленно изучают языки коренных малочисленных народов Якутии. Как отметил руководитель группы, у детей уникальный шанс пообщаться и задать вопрос депутату Госдумы. Тем самым выпускники получат полезные и интересные советы от Галины Данчиковой, которые, конечно же, пригодятся ребятам в будущем. Наши дети, которые учились в Арктике, у них как бы за эти годы учебы они были под пристальным вниманием государства. То есть у них как бы все на государственном обеспечении, они там учились, добились очень-очень много высоких результатов и по учебе, и по активности, и по общественной жизни. В Амгинском районе прошел первый соревновательный день игр народов Якутии. В общей сложности на играх примут участие 3000 спортсменов в 16 видах спорта. С места событий на прямой связи со студией находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Влад. Сейчас мы находимся возле многофункционального спортивного центра, который был построен еще в прошлом году специально для этих игр. Сегодня здесь прошел первый соревновательный день по волейболу. Игры проходят на 2 площадках. Все команды разделены на 4 группы. Первыми на поле вышли мужские команды Амгинского улуса и Нерингринского района, где со счетом 3-1 выиграли хозяева. Также по одной победе своим командам принесли спортсмены Алекминского и Мегино-Кангаласского районов. Среди женщин первые победы одержали спортсменки Мегино-Кангаласского, Амгинского и Чурапчинского улусов. Сегодня и завтра здесь определятся сильнейшие команды в своих группах, а уже с 5 июля начнутся игры плей-офф. Всего сегодня прошел первый соревновательный день по 3 видам спорта. Так, в баскетболе лидерами состязаний среди женщин считаются команды из Якутска, Хангаласского, Намского, Вилюйского районов. Среди мужчин команды из Якутска, Нерингри, Хангаласского и Ленского районов. На соревнованиях по мини-футболу групповой этап открыли команды Альнёкского и Усть-Алданского районов. Последних, к слову, одни из сильнейших в республике. Однако первая игра у фаворитов не задалась. Результат 2-1 в пользу альнёкских спортсменов. Влад? Да, Юрий, спасибо. Расскажи, пожалуйста, чем еще запомнился этот первый день игр народов? Да, Влад, напомню, что спортивный центр, возле которого мы сейчас находимся, носит имя прославленного спортсмена, уроженца Амгинского района Николая Захарова Сахача. Сегодняшний день можно по праву назвать Днем памяти знаменитого борца, так как в этот день в Амге открыли музей имени Захарова, а также прошли презентации книги и трейлера документального фильма, посвященных Сахача. Кроме этого, сегодня в Амгу пришел огонь игр. Напомню, что зажжение священного огня игр состоялось во время Эсэхолонхо в Намском улусе. В течение 2 недель хранители огня пробежали 765 километров. Эстафета завершится завтра на стадионе Амма-Олимп во время церемонии открытия. На этот час у меня вся информация. Влад? Спасибо, Юрий. Напомню, это был на прямой связи наш корреспондент с Амгинского района с игр народов Якутии Юрий Осипов.
К другим новостям. Приближение выхода на пенсию как повод получить новую профессию. При СВФУ начали обучать по госзакупкам очередную группу граждан предпенсионного возраста. Трудно ли найти работу после переквалификации и каково это – начать новую карьеру перед выходом на пенсию? Рассказывает Юлия Великодная. Сосредоточенность и тщательное конспектирование. Привычная картина для университетской лекции, но слушатели здесь не студенты, а граждане предпенсионного возраста. Учиться никогда не поздно, решила Татьяна Устинова и обратилась в Центр занятости. Документ о переобучении по закупкам станет 4-м в ее образовательной копилке. У меня стаж работы 21 год в сфере образования. Я всегда мечтала обучаться, переобучаться. Я сама-то культуролог и прошла переподготовку социального работника. Потом обучаюсь на менеджмент образования. И вот уже повышаю свою квалификацию как в закупках. Лекторы рады таким студентам. Взрослые люди осознанно подходят к обучению и стараются получить как можно больше информации. Курсы при СВФУ в этом году закончили десятки граждан предпенсионного возраста. С прошлого курса есть товарищи, которые непосредственно нам уже звонили, сказали, что благодарили, что они нашли работу. Устроились в больнице, допустим. Есть 2 слушателя, которые устроились в государственно-бюджетных учреждениях, непосредственно образовательных. В нашем регионе бесплатное переобучение предпенсионеров доступно по 43 направлениям. В июле повысят квалификацию 180 человек. Внимание к сфере закупок объясняется высокой востребованностью на трудовой бирже специалистов в этой области. Все организации, предприятия, всех форм собственности требуются закупщики. Да? Все у нас проходят через закупки, поэтому количество людей, обучающихся вот по этому направлению, оно возрастает. Но это ближе, конечно, экономистам, это ближе бухгалтерам. Также наблюдается нехватка кадров в медицине и образовании. Не проходит и востребованность в парикмахерах и поварах. В том случае, если переквалификация по тому или иному направлению недоступна по месту прописки, граждане, проживающие в районах, после обращения в Центр занятости по месту жительства, могут получить направление на обучение в Якутск. Юлия Великодная, Джулус Иннокентьев, Якутск. Сегодня, 3 июля, Госавтоинспекция России отмечает 83-ю годовщину со дня основания службы. Для сотрудников День ГАИ официальным выходным не считается, так как цель даты – напомнить обществу о важной роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Сюжет Андрея Мухоплева. Деятельность госавтоинспекции – это прежде всего предупреждение дорожно-транспортного травматизма, усиленный контроль и надзор на всех объектах дорожно-транспортного комплекса, компетентность, оперативность, высокое чувство ответственности – это далеко не полный перечень качеств большинства сотрудников, которые всегда находятся на виду. От их объективного, чуткого и внимательного отношения к гражданам зависит общественное мнение о деятельности органов внутренних дел в целом. Отмечая сегодняшний наш праздник, конечно же, мы не забываем о наших ветеранах, которые на протяжении более чем 80 лет складывали определенные традиции и обычаи подразделения госавтоинспекции. Мы их бережно храним и передаем нашему будущему поколению сотрудников госавтоинспекции. С каждым годом численность транспорта увеличивается, движение на дорогах становится более интенсивным. Работе рядового госавтоинспектора не позавидуешь, она крайне трудна. В жару и холод он стоит на дороге, оберегая безопасность участников дорожного движения. Находясь на службе, инспектор пресекает не только нарушения ПДД. Сотрудниками ГИБДД не ведется статистика, сколько ежедневно жизней спасли, неся службу, в том числе и на федеральных дорогах. Напомним, на сегодняшний день удалось достичь снижения уровня ДТП в республике на 14%, числа погибших на 47%, раненых на 12%. Методом тыка и также по поведению водителя, также вот как автомашина едет. И тоже от автомашины тоже очень многое зависит. Вот даже вот для себя делаю статистику, какие машины в основном попадаются. Бывают малолитражки, ну все марки, но тоже смотря. Вот особенно хорошо бывает вот джипы, вот там вот люди себя иногда вольготно чувствуют. Доброго общения с водителями, будьте здоровы, в семье благополучия, ну и нам зеленый свет всегда, ни гвоздя, ни жезла. Проявляли лояльность к водителям, потому что все нарушают правила дорожного движения. Всех поздравляю сотрудников ГАИ с их профессиональным праздником. Желаю всех благ и крепкого здоровья. Может быть, что с мотоциклистами что-нибудь решили?
как бы на это внимание обратили, потому что, ну, машины есть машины, мотоциклы есть мотоциклы. Желаю успехов в их работе. Сами сотрудники ГИБДД желают всем автомобилистам быть внимательными на дороге. На сегодняшний день автоинспекция имеет современный автотранспорт, новейшие технические средства фиксации нарушения и информации. Они проводят множество общественных акций, направленных на повышение правового знания и законопослушности поведения. Андрей Мухоплев, Григорий Хлопков, Якутск. На этом у меня все. Эфир продолжит обзор новостей Нерюнгринского района. Слово передаю коллегам. Добрый вечер. В Нерюнгринском районе за медицинской помощью по поводу укусов клещами по состоянию на 3 июля обратилось 15 человек, из них 4 детей. 9 укусов нанесены на территории Нерюнгринского района, 6 укусов – привозные случаи с соседних территорий. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Клещи, снятые из пострадавших, были направлены на исследования, из них 3 пробы отрицательные. 1 клещ положительный на вирус клещевого энцефалита, остальные на стадии исследования. Сегодня на территории района проведены акарицидные обработки площадью 23,6 гектаров. Такие мероприятия в местах отдыха населения проводятся дезинфекционными учреждениями по договорам. Низкий темп проведения работ отмечен со стороны социальных и лечебных учреждений, а также от управляющих компаний. Придомовые территории не обработаны. А вот на территориях летних оздоровительных учреждений акарицидные обработки проведены на 100%. Помимо этого продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита. Вакцинацию необходимо проходить уже в установленные периоды, то есть в осенне-весенний период, когда существует возможность формирования стабильного иммунитета против клещевого энцефалита. Помимо специфической профилактики, вакцинопрофилактики, можно проводить еще и неспецифическую профилактику. Когда вы направляетесь в лесопарковую полосу, где есть вероятность нападения клещей, необходимо одеваться надлежащим образом для того, чтобы защитить открытые участки тела. И в случае нападения клеща незамедлительно обращаться в медицинскую организацию для проведения первичной иммунопрофилактики, неспецифической. В Нерюнгре остается опасная ситуация с открытыми выходами на чердаки. Городская администрация держит ситуацию на контроле и напоминает жилищным коммунальным хозяйствам о том, что все чердачные помещения должны быть закрыты. Несколько дней назад в социальных сетях было опубликовано фото крыши жилого дома по улице Карла Маркса 3/3, где ребята спокойно разгуливали по крыше 9-этажного дома и с интересом заглядывали вниз. Любое попадание на крышу взрослого или ребенка всегда опасно. До управляющих компаний донесено о том, чтобы все люки и чердаки были закрыты надежно, но существует и вандализм, когда дети и даже взрослые сами открывают эти чердаки. Мы предлагаем собственникам жилья, предлагаем управляющим компаниям, чтобы они ставили антивандальные, очень серьезные запоры. Это, конечно же, важно и нужно. Такая работа ведется, и не везде, и не сразу, но потихонечку мы надежно все закроем. Вот такими событиями была наполнена среда 3 июля в Нерюнгре. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех событий вместе с нами.